Прорезь сделаны, тепло есть, держит немного, но не хватает. Самодельная печка – единственный источник тепла в эти морозы для многодетной семьи Курихиных. Родители и 5 маленьких детей вот уже 6 лет живут в пристрое для бани. На 10 квадратных метрах умещается и кухня, и спальная, и игровая. Это уже баня у нас. Отапливается он дровами. Дрова покупаем, сушилка. Детские вещи. Среди 5 детей у 2 проблемы со здоровьем. 11-летняя дочь состоит на учете у психиатра и офтальмолога из-за развивающейся слепоты. А у среднего ребенка порок сердца. Недавно она перенесла операцию. То один болеет, то другой болеет. Но время нахожу подрабатывать. По словам Оксаны Курихиной, зарплаты мужа не хватает. Он на частных заработках. Чтобы улучшить условия, в прошлом году взяли кредит, построили сарай, купили коров, баранов, гусей и кур. А по весне сажают овощи. Да, я даже еще беременная ходила, мы все доски поднимали с сыном троем, муж, я, все сами поднимали. 2 года мы этот сарай строили. Он работает летний как по сезону, а сейчас зимой он с детьми сидит. Садик возит, школу, больницу. Жилищная инспекция на просьбы о помощи не реагирует, говорят Курихины. У супругов есть прописка в 2 разных местах. На маткапитал от 2-го ребенка Оксана купила дом в деревне Тураево. Но по каким-то причинам не заселились. Сегодня условия проживания здесь пришла проверить жилищная инспекция. Аж там калитку не откроешь. У главы семьи есть доля в доме, где он проживал в первом браке. Там я долю только имею. И то жена говорит, продай, квартиру дочке купишь. У меня бывшей женой 1 дочь. В органах опеки района нам сообщили, что семья за помощью к ним не обращалась, и об их сложной жизненной ситуации здесь не знали. Естественно, в бане жить детям невозможно, но тем не менее у данной гражданки есть и другое жилье, и у ее супруга нынешнего тоже есть другое жилье, где они могут свободно проживать. По словам же Оксаны Курихиной, семья не раз обращалась за поддержкой в администрацию района. Однако в исполкоме заявляют, просьбу о помощи они услышали впервые. Они все у нас на счету, получают меры социальной поддержки, которые зависят от нашего отделения. Вопросов, проблем не было. Все те программы, которые им полагаются, мы сейчас соберем всеми службами, мы их включим. Все, что полагается от государства, они получат. Сейчас делом Курихиных занялась прокуратура и исполком. У семьи есть возможность продать свой нежилой дом и земельный участок, предоставленный на 3 детей. И начать строительство собственного дома. После проверки всей информации Курихиным будет предложен наиболее приемлемый вариант поддержки. Наталья Мизина, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Менделеевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.